Каждая находка – победа. Вот уже 11 лет подряд раскопки в Ингушетии ведутся местными поисковиками и их коллегами из Нижнего Новгорода. Сегодня удача им улыбнулась. На небольшой глубине удалось обнаружить останки советского воина. Этот пулеметный диск. Помогают поисковикам отряд добровольцев, состоящий из военнослужащих управления Росгвардии, а также сотрудников отделения вневедомственной охраны по Малгобекскому району. Ребята давно хотели поучаствовать в раскопках. Нам удалось ознакомиться с архивными документами. Правда, на весеннюю экспедицию попасть в тот период не удалось. Сейчас во взаимодействии с поисковым отрядом, когда у них получилось выйти на осенний полевой выход, они нам позвонили, они сообщили нам и пригласили поучаствовать. Участвовать в подобных мероприятиях чрезвычайно интересно, тем более мы, как сотрудники и военнослужащие Росгвардии, имеем, можно сказать, прямое или опосредованное отношение к истории военных лет. И, кроме того, молодое поколение, ребята из отдела вневедомственной охраны по Малгобекскому району также проявили инициативу и прибыли поучаствовать в данном мероприятии. Каждый метр земли рядом с Малгобеком хранит следы памяти о Великой Отечественной. Ружья, снаряды и продырявленные шлемы – лишнее подтверждение ожесточенных боев в период войны. Регулярно здесь находят десятки останков неизвестных солдат Красной Армии. Сейчас работы ведутся в рамках осенней поисковой кампании. Октябрь месяц – это месяц, когда был освобожден Северный Кавказ. То 9 октября считается день освобождения Северного Кавказа. И мы обязательно в октябре месяце уходим в поле. Где-то еще весной мы встречались, значит, на одном научно-практическом конференции с бойцами Росгвардии, с управления Росгвардии Республики Ингушетия, и мы там согласовывали вопросы о осенней экспедиции. Они заявили желание тоже пойти с нами в поле, в лес, там, поработать с нами. И вот сейчас работаем уже 6-й день. К сожалению, не совсем удачной получилась у нас осенняя экспедиция. Но вот сегодня поднимаем первого бойца. Но для работников Росгвардии это тоже хороший показатель, поскольку они впервые с нами работают. Я надеюсь, еще 2 дня мы поработаем. Если поднимем, если будет поисковая удача, хорошо, нет, то этого бойца мы передадим на ответственное хранение администрации города. И весной, к 9 мая, а весной у нас будет уже другой сезон, сезон 2022. Вместе с теми бойцами, которым поднимем весной, мы предадим земле. Исходя из рассказов очевидцев и местных жителей, поисковики тщательно обследуют участки с металлоискателями. По их предположениям, останки находятся на глубине около полуметров. Работа кропотливая, но они не сдаются. Сигнал идет, копаешь и достаю кости. Вот за последнее время много ли нашли? Ну вот в эту экспедицию мы пока вот первый. Вот, а так вот прошлой весной мы были, 44 человека, по-моему, подняли. Ну, там, на другом отроге. Работу поисковиков невозможно оценить и измерить. Найденным останкам красноармейцев, павших смертью храбрых, также организуют торжественные проводы. Поисковые работы продолжатся до конца осени, а значит, скоро кто-то еще сможет узнать о судьбе родного человека, не вернувшегося с войны. Идрис Ижиев, Акрамат Дасхоев, Новости 24.